должны представить Василий Васильевич. Горобейко Василий Васильевич, член Русского географического общества. Василий Васильевич, мы знаем, что вы совершили в свое время поход по местам Алгон-Гаргинской экспедиции Арсеньева 17-18 года. Вы хотели узнать, это когда было? Мы не сделали сам маршрут, не прошли, не рискнули, просто не нашли технических возможностей. А вообще с 12 по 15 год, в 2012 году мы отмечали год Арсеньева в Преамурье, то есть его переход на новую должность. И установили мемориальные доски, и тогда же мы отрабатывали возможность прохождения. Мы хотели в течение 5 лет просмотреть эту возможность и год в год попробовать пройти. Но столкнулись с тем, что сегодня этот маршрут примерно так же тяжело проходим, как и 100 лет назад, во времена Арсеньева. И, честно говоря, просто не нашли команду, которая бы рискнула его пройти вот тем маршрутом. Вот. Но дальше Кукана и Дикардона мы не выехали. В каком году? Это 13-й, наверное, год был. Зимой или? Нет, мы летом проезжали, ездили летом, встречались там с людьми, которые там есть, ну, с директором школы Куканской. Вот. Обговаривали, ну, возможности, там с охотниками разговаривали, пытались понять, как там по дорогам, насколько далеко можно проехать. Ну вот сегодня, наверное, куда вы сможете проехать, это Талакан. Сейчас дорога туда есть, поселок уже умерший, там никого нет, если только кто-то из охотников и рыбаков заезжает. А с той стороны, со стороны Малмыжа? Со стороны Малмыжа можно не совсем по маршруту Арсеньева, но на хребет, который Джуки-Унахты-Ягбаяна, да, Джуки? Как? Джаки-Унахты-Ягбаяна, вот он, название хребта, который идет вдоль этого озера Болонь, откуда берет истоки Харпи. В истоки Харпи можно проехать, там сейчас лесовозные... Джуен. Да, с Джуена. Вот, можно проехать, и там лесовозные дороги есть, в принципе, это, ну, вполне реализуемо. Вот. Насколько глубоко, не знаю, мы не рискнули. В смысле, не то, что не рискнули, мы не нашли поддержки в тот момент у Хабаровского отделения Русского географического общества, мы с ними связывались. Ну и как-то у нас так вот эта часть умерла, а потом просто уже Иван Егорчик, который был одним из вдохновителей всего этого похода, он заболел, да, и, к сожалению, вот скончался. Вот материалы об этом экспедиции, кроме музея Городекова, можно какие-то следы найти в других музеях? Во Владивостоке нет, в Биробиджане нет ничего, он там ничего, он слишком поздно основан, Биробиджан. Нет, я понимаю, имеется в виду как исторический факт, то, что там он... Ну, мы в 2012 году, во время вот празднования года Арсеньева в Преамурье, установили на школе на первой школе города, в поселке Смедовичи, мы завтра будем. Да, мемориальную доску, посвященную как раз Куралгонской экспедиции Арсеньева. Именно оттуда, что старт. Хотели, честно говоря, на железнодорожной станции повесить, но вот казалось очень сложным согласовать с железнодорожным ведомством установку памятной доски, поэтому решили на школе. А вот в Комсомольском на Амуре, когда вот в Комсомольском районе, на Найском, где вот это места Джуен и так далее, вот что-то есть в Амурском районе? В Ачане я не знаю, там навряд ли что-то осталось, потому что там раньше была Болонь, старая Болонь, от нее ничего практически не осталось. Сейчас он переехал на новое место. Там несколько старых домов стоят, и все. И то они уже советской постройки. Вот. Что касается Малмыжа, ну, там поселок вырос, то есть там была почтовая станция, русское поселение. Он вырос, конечно, он большой. Сейчас, наверное, еще больше вырастет. Там жилу нашли довольно богатую, поэтому там сейчас стройка начнется большая. А Нерген, он сейчас перебрался на другое место, многие вещи просто переместились сами по себе по наименованиям. Стойбище Нерген было на острове, сейчас оно находится выше Малмыжа по течению. А вот местные краеведы, которые любители, вот члены Русского географического общества, которые интересуются этими проблемами, есть у вас? Еврейки у нас в Хабаровском крае. Ну, вы, наверное, завтра с Шехтером Владимиром Ильичем встретитесь. Да, он с нами. Вот, да, он в курсе, он руководитель
регионального отделения в Еврейской автономной области. Мы вместе с ним многие вещи делали. Я думаю, что он в курсе всех событий. А вот типа вот мы ездили, когда Сахалин, ездили вот, в Чумикан, ну там местные учителя истории, там кто-то старейшина какие-то есть, как держат память. Ну, вот этого я вам не скажу. В Кукане там все молодое население. Есть такие люди увлеченные, в том числе в школе, там преподаватели. Но сказать, что вот кто-то там бы специально занимался, они скорее, наоборот, с большим удовольствием слушают, просят информацию, но кто-то, чтобы был краевед, вот специально занимался, нет, не встречался с такими. То есть тогда, получается, самый крупный специалист по этой экспедиции? Ну, в Еврейской автономной области только. Да. Здесь, да. Потому что мы этот вопрос прорабатывали с Иваном Егоровичем, я говорю, очень плотно. Он очень мечтал успеть сходить в эту экспедицию, здоровье не позволило. Вот. А так, да, наверное, так. У нас мы третий год вынашиваем эту идею. Сперва оказалось, что мы быстренько проедем, потом оказалось совершенно не то. Потом начали искать, чтобы проехать в снегоходах. Но это столько требует вложений, столько энергии, что это невозможно. Но в этом году решили все-таки проехать. В 2017 году сперва планировали. С обоих сторон, сколько сможем проехать и посмотреть, что это такое. Я вот зимой летел в самолете и смотрел карту Мепсру. И как раз этот Алгон, такие горы, оказывается, вообще там хребты такие. У меня фотографии есть. Я вам могу дать один телефон моего Шурина. Он Киле. Из тех Киле, у которых, потомок тех Киле, у которых Арсеньев останавливался тогда на Болоне. Он до сих пор живет там. Вот. Он что-то знает. Ну, что-то наверняка знает, хотя, конечно, его навлеченным краеведом не назовешь, но он ихтиолог, закончил Дарельфтус, работал в Болонском заповеднике, в том числе, поэтому озеро Болон для него родное все. Вот. Может быть, он вам что-то расскажет, покажет по старым местам. Мы планируем завтра с утра быть в Смедовиче, потом где-то с обеда в Биробиджане. Встретиться с Шехтером, Гуревич наш, Валерий Соломонович, в музее быть. Вот, и даже если ничего нет, но все равно для нас будет полезно. И послезавтра утром пораньше выехать в Кукан. Ну, Шехтер с нами поедет. Гуревич хотел, но что-то там не срослось. А потом Колдун, ну, если получится, Талакан. Ну, Талган вы проедете, я сейчас вот буквально сегодня узнавал. Дорога нормальная, накатанная. Ой, по километражу не скажу. Тем более там в лесу не километрами, а проходимостью дорог мерится. По часам, ну, не сильно долго. Я думаю, что часа за 2 доберетесь. Ну, если как бы дорога позволит. Там, если что, в Кукан смело в школу обращайтесь. Если надо, могу позвонить директору, она может вас встретить. Надо. Вот. Все равно ваши рекомендации для нас бессмысленны. Спасибо. А со стороны Жуена что бы сказали по этому маршруту? Ну вот я говорю, там... Ехать после этого Комсомольск на Амуре и через Комсомольск поехать в Жуен. Сколько сможем, столько проедем, а потом вернемся в Комсомольске. Ну, смотрите, я понимаю вас. Если хотите, просто я не сильно хорошо знаю те места, я там гостем только был. Вот я вам дам телефон Сергея Киле. Вот, который был. Да. По отцовской линии, он прямой вот потомок тех, у кого Арсеньев останавливался. Вот. И он грамотный товарищ, хорошо знающий местность. Переговорите с ним, может быть, он вам подскажет и по маршруту, может, сам поможет где-то. Ну, у нас экспедиция более популяризаторская, будем говорить, так? Не у нас где-то 8-я или какая-то экспедиция в таком плане. Мы были в Аяне через Якутск, Охотск ездили, Чумикань, Саргавань, вот Николаевском на Мордекастере. Мы Семен в снегоходах пробирался в Сахалин, Лазарева выскочил. В этом году по Сахалину проездили, 75 лет победы.
Но вот эта экспедиция, которую третий год думаем, решили в этот момент воспользоваться паузой какой-то, которая у нас в работе образовалась. Ну, Тоже успехов вам. Тоже денег нет. Да, я Почему понимаю, нет? сейчас у всех такая проблема, да. Не, успехов. Напоминаю, что у Урсенева была точно такая проблема. Он многие годы пытался найти финансирование на эту экспедицию.